Да, добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада виртуальному знакомству. На самом деле я раньше работала тоже в общественной организации, и мы старались налаживать контакты с разными делегациями. В прошлом тоже организовывали такие сессии для того, чтобы вместе понимать, как участвовать в этих переговорах, какие они возможности могут давать нашим странам, как отстаивать свои интересы, как понимать, где нам нужно быть более видимыми. Поэтому тем, что знаю, поделюсь, хотя на самом деле процесс этот переговорный очень комплексный, постоянно все меняется, все понять практически невозможно, и в этом одна из самых больших проблем для таких маленьких делегаций. У нас в Украине тоже делегации маленькие туда едут, и обычно это огромная нагрузка на нескольких человек, которым нужно правильно сориентироваться и понять вообще, куда бежать, что делать и как быть максимально эффективными. Поэтому рады, конечно же, и поделиться, и помочь, и ответить на ваши вопросы там, где мы это сможем сделать. Со мной сегодня, наверное, должен присоединиться или уже присоединился Михаил Чиженко. Это тоже представитель нашего министерства. Возможно, я не на все вопросы смогу ответить. Значит, я скинула Анне ряд материалов, просто хотела спросить, значит, первое, по логистике, по регистрации. У вас тут есть какие-то вопросы или вы уже, в принципе, с этим разобрались? Да, с регистрацией мы уже разобрались. В целом, качественный, количественный состав нашего ведомства уже прошел регистрацию официальную на сайте. И сейчас мы в процессе подачи на получение британской визы. Но это уже другая история. Да. Да. И вы знаете о том, что все члены делегации официальные могут податься на эту визу бесплатно. То есть у вас эта информация была. Там специальный линк, и тут важно именно по нему подавать документы, потому что если не идти по специальному, то оно как бы не дает возможность бесплатно это сделать. То есть важно использовать этот линк, подаваться. Мы тоже в процессе подачи. В принципе, они вроде как работают быстро. Значит, тогда с этим все окей. Значит, второй важный логистический момент – это вопросы ковида. Я скинула Анне документы, я их не буду открывать. В принципе, их можно в Google Translate тоже легко прочитать, но основная суть такая, что есть этот красный список, сейчас он вывешен, я посмотрела сегодня, там Киргизии нету в красном списке, то есть делегаты из красного списка, те, которые вакцинированы, должны 5 дней находиться в отеле, те, которые не вакцинированы, 10. И для таких стран, как Киргизия, я так понимаю, что это все будет оплачиваться правительством Великобритании. Сложность, конечно же, в логистике, и мы тоже для себя не понимаем, как с этим быть, потому что у них следующий пересмотр вот этого списка будет в конце октября. И вот если там что-то поменяется, то, конечно же, это может быть проблемой, и никто не знает, для каких стран это будет проблема. Соответственно, за этим просто нужно следить, но пока, в принципе, все окей. Значит, что еще важно по вот этой ковидной логистике? Они принимают все вакцины. Для всех обязательно сделать ПЦР-тест. Они будут делать ПЦР-тесты каждый день на входе в переговорный зал. И если кому-то нужно будет быть изолированным, то я так понимаю, что это все тоже будет покрываться, и у них там целая процедура о том, чтобы максимально была безопасность от ковида для участников конференции. Так, значит... 72 часа, да, перед этим. Вот я верную документ открываю? Да, за 72 часа, но обычно это требование авиакомпаний. То есть, если я правильно читаю документы, то даже несмотря на то, что, например, там есть вакцина, они все равно хотят видеть ПЦР-тест.
Так, значит, теперь Вы в чате уже поставили? Так, это все про ковид. Значит, по логистике. Я не знаю, есть ли у вас уже отели. У нас не у всех. У нас, у части делегации есть отели, у части делегации нет отелей. В принципе, это всегда на переговорах проблема с отелями, потому что они очень дорогие часто. И Глазго маленький город. И учитывая, что как бы долго не было адженды, вообще там с этим ковидом было непонятно, то не все, то есть как бы либо бронировать очень заранее, проблема найти. Значит, из того, что мне рассказывали коллеги, это то, что, во-первых, общественный транспорт будет бесплатный, и будет бесплатная электричка из Эдинбурга. И часть людей бронируют свое проживание в Эдинбурге, там ходят часто эти электрички, то есть, в принципе, можно будет и оттуда добираться. Для того, чтобы получить этот бесплатный проездной, нужно первый раз приехать в переговорную зону, зарегистрироваться, спросить, где взять проездной, подойти к тому окошку и сразу же взять проездной на транспорт, потому что транспорт там очень дорого стоит, и для того, чтобы как бы сэкономить эти деньги, нужно сразу себе организовать этот проездной. Ирина, если вы позволите, вопрос задать, не отталкиваясь от темы, далеко не уходя. На понимание терминологии, значит, переговорная зона, вы имеете в виду регистрационную зону, ресепшн, или это какая-то отдельная зона? Значит, я не видела плана того, что они там, наверное, они что-то будут строить. В разных, как бы оно в разных странах по-разному, но так как эта конференция на очень большое количество людей, то если нету стационарного такого огромного помещения, то это какие-то временно построенные такие, как неполадки, такие конструкции, в которых организовываются переговорные сессии. Этих зон несколько, как минимум 2. То есть есть зона переговорная, куда пускают только официально зарегистрированных в делегациях, либо медиа, либо организации наблюдателей, либо международные организации. То есть те, у кого есть бейджи, они допускаются в эту переговорную зону. Она тоже как бы условно поделена на 2 части. Это одна, где переговорные комнаты и пленарные заседания. Другая есть часть, это павильоны стран. И третья часть — это комнаты, где происходят сайд-ивенты. Это 1,5-2 часа на какие-то определенные темы, панельные дискуссии, презентации. Либо в этих же зонах обычно делается тоже такое, как, не выставка, но открытое пространство, где научные организации, международные организации ставят свои небольшие стенды, рассказывают про себя, распространяют какие-то научные там публикации, материалы. И, как правило, то есть вход, он сразу один на всю эту зону. То есть для того, чтобы зайти первый раз, это нужно будет пройти на зону. То есть вы приезжаете на главный вход, и там же где-то будет организована регистрация. И дальше уже с бейджиком вы каждый день будете ходить. В принципе, у членов официальных делегаций там вход везде, поэтому тут можно не переживать. Значит... Ирина, я извиняюсь. Можно задать вопрос относительно теста на антитела? Я здесь где-то читал, что у нас будут ежедневно, мы будем ежедневно сдавать тест на антитела, да? То есть этот тест на целый день действует, или если мы с обеда вернемся, снова придется сдавать его каждый раз? И второй вопрос по поводу самоизоляции, относительно самоизоляции, то есть.
Я вот условия самоизоляции не вижу. Мы просто в своих номерах сидим и все, то есть никаких-то финансовых средств с нас не потребуется. Спасибо. Не так. Значит, то, что касается теста на антитела, это будет организовано для всех участников конференции. То есть я так понимаю, что каждый раз, когда вы первый раз в день, когда вы заходите, вам его делают, и вы с ним до следующего дня ходите. Документ называется COPS-26 Guide to Managed Quarantine, и они пишут, что для участников из Global South, это по сути то, куда Киргизстан тоже относится, наблюдателей, негосударственных организаций, медиа, представителей международных организаций и стран развивающихся, которые в красном списке, это все будет оплачиваться. Если вам нужно, если вы попадете в красный список, то вам перед отъездом нужно будет зарегистрироваться на специальный отель, где в зависимости от того, есть вакцинация или нет, вы сидите 5 или 10 дней. Полностью оплачивается отель, дорога к этому отелю, питание, проживание, то есть все в этом отеле. Единственное, что из этого отеля нужно потом будет в свой отель приехать за свои деньги. То есть это не оплачивается. И то же самое, если на самоизоляции, я где-то читала, что они тоже будут это покрывать. Вопрос, в вашем отеле или вам нужно будет переехать, это хороший вопрос. Не знаю. Я думаю, что если с кем-то такое случится, то там на месте можно будет быстро на это найти ответ. Не вижу быстро ответа на это, но я видела, что они это оплачивают. В каком именно отеле, не знаю. Так, движемся дальше, да? Значит... Можно еще один вопрос, пожалуйста, Ирина? Конечно, да. Я здесь вижу условия для офис делегации, это только для высокого уровня, да? То есть синяя зона, да, как я вижу. Здесь есть офисы делегации, то есть это, возможно, по регистрации, предварительной регистрации и резервированию места. Значит, рассказываю про павильоны. Павильоны стран – это платная услуга. И дедлайн подачи на павильон, он закончился еще в июле. По сути, страна должна заплатить за метры, потом заказать с другой компании, чтобы этот павильон построили. Часто эти павильоны, они такие репрезентативные, чтобы рекламировать либо саму страну, либо какие-то аспекты. И служат тем, чтобы, с одной стороны, рекламировать страну, с другой стороны, часто в этих павильонах делают несколько комнат переговорных, что если нужно встретиться делегации с кем-то, то можно встречаться в этих павильонах. Как правило, разные страны делают себе павильоны. Например, у Украины за всю историю павильон был только один раз, и это было дорого, и это сложно организовать, это целый процесс. То есть тут нужно готовить и контент этого павильона, и ресурсы, и понимать, как грамотно его использовать. Поэтому если у вас он сейчас не забронирован, то уже его и не будет, но это не какая-то трагедия. На самом деле можно бронировать переговорные комнаты с секретариатом, то есть на какие-то встречи теоретические. Плюс всегда там есть диванчики, зоны отдыха, кафе очень много. То есть, в принципе, можно договариваться, где встречаться. Это не обязательно иметь. У каких-то стран это есть, у каких-то нет. Значит, то же самое касается сайд-ивентов. Значит, сайд-ивенты, они организованы, значит, есть два типа сайд-ивентов. Есть сайд-ивенты, которые страны либо организации, у которых есть павильоны, они могут организовывать на своих площадках. То есть иногда эти павильоны в том числе служат презентационной площадкой, и
но часто это организации, которые проводят там целый ряд каких-то событий на протяжении 2 недель. Они сразу себе делают павильон и планируют какие-то мероприятия. Некоторые сайд-эвенты организовываются в рамках официальной части работы как бы конференции сторон. Для этого, как это организовывается? Все, кто хотят подать участие на сайд-эвент, они заполняют определенную форму, подают в секретариат. Секретариат потом эти заявки обрабатывает и пытается формировать программу и объединять темы, объединяя участников. То есть невозможно подать и проводить сайт-эвент, когда это просто одна организация, это должно быть и общественное, и неправительственное в комбинации с правительственными организациями. Чем больше репрезентативность участия, тем интереснее, потому что лимитировано время и ресурсы, и поэтому они стараются объединять и утверждать такие мероприятия, которые будут интересны более широкому числу людей. Значит, если вы на данный момент не подавали участие в сайд-эвенте, я бы вам советовала обратиться в те организации и те проекты технической помощи, с которыми вы работаете. Возможно, они планируют какие-то либо тематические, либо региональные, либо какие-то еще свои сайд-эвенты с участием нескольких стран. И вы можете быть участником таких мероприятий. То есть у нас, например, в Украине есть региональный проект по климату, который финансируется Европейским Союзом. Они регистрировали сайт-эвент для того, чтобы представители всех стран могли рассказать про свою климатическую политику, планы и так далее. Сайт-эвенты мы всегда, такая была практика, то есть сейчас еще нету программы сайд-эвентов, но она появится. И в принципе, когда будете ехать, то я советую заблаговременно посмотреть, какие вам могут быть интересные сайд-эвенты, потому что, по сути, это такие обзоры самой последней информации, научной, технической, финансовой, то есть понять, куда движутся какие-то международные процессы, что происходит и делается в других странах, то есть подчеркнуть для себя идеи, как стратегически планировать у вас работу в каких-то направлениях. Поэтому какие-то вопросы есть? Относительно сайт-эвент, у меня, Ирина, такой вопрос. Нигде не указано в каких-то документах, что на них будет предварительная запись, потому что, насколько я понимаю, там же будут требования по этим дистанциям, и какое-то там будет количество ограниченное мест, как я понял. В тех документах, которые я видела, я этого не заметила. Если вы читали, значит, так и оно будет, не знаю. Но учитывая, что каждый день они будут делать тесты, то не скажу по этому вопросу. Может, вы даже больше меня знаете, если вы находили эту информацию. Потому что у нас по центральноазиатской панели, павильону, нам четко указали, что будет всего 18 мест для 18 лиц, потому что это как раз-таки дистанцию надо будет соблюдать. И я подумал, может, где-то есть записи. Это сайд-эвент или что это? Это центральноазиатский павильон будет. То есть нам сказали, только 18 человек в этом павильоне могут находиться. То есть у вас будет центральноазиатский павильон, который вы будете курировать вместе, с Казахстаном, Таджикистаном, все вместе? Да, все верно. И у нас там будут проходить сайт-эвенты кыргызской стороны. Ага, и вам разрешено участников только 18 человек, чтобы перешли? Насколько я понимаю, да, то есть там 18 участников только возможно, то есть нам сказали только 18 участников, и я не знаю, это сидячие места, стоячие места или вообще в целом только 18 человек, потому что и переводчики там должны быть, параллельный перевод кто будет вести.
Смотрите, я так понимаю, что кто-то для вас этот павильон организовал. Наверное, какой-то проект международный, да? Который Региональный экологический центр. Региональный экологический центр. Вот они должны все это уточнить. То есть это как бы они могут у секретариата уточнить эти вопросы, дать вам ответы, потому что у нас павильона не будет, и я тут не подскажу вам. Так, теперь по... Я извиняюсь, Ирина, у меня еще один вопрос по поводу кодекса поведения. Здесь я где-то тоже в бумагах находил кодекс поведения, а где его сам можно найти? Я просто только на него ссылку видел, что при несоблюдении данного кодекса делегаты будут немедленно выводиться и депортироваться. Где можно будет посмотреть его? Я могу попробовать погуглить. Ничего такого экстра там нет, кроме просто этического поведения и ни в коем случае не оскорбление чести других стран в высказываниях, там, в каких-то поведениях. Я погуглю, я себе записала. Попробую вам найти. Еще вопрос по транспорту у меня, кстати. Я вот там только будет бесплатно с Эдинбурга или других каких-то городов тоже ближайших, там мелких поселков каких-то? Я так понимаю, что у них система общественного транспорта, ну, как бы это часто проездные какие-то либо единые билеты, и я так понимаю, что участники конференции будут пропускаться бесплатно. Так было в других странах, то есть как бы дается этот проездной, и с ним система общественного транспорта пропускает. Но это четко с начала конференции и до конца конференции. То есть как бы если вы приезжаете раньше или уезжаете там позже, то это уже работать не будет. То есть только на время конференции. Так, хорошо. Значит, двигаемся дальше. Вы знаете, что в первые 2 дня будет high level для глав государств. И у вас есть информация, которая касается этого отдельная? Есть, да, отлично. Второй high-level, первый high-level – это участие глав государств, там, где стейтменты, плюс еще будет high-level министерский, он под конец конференции, он начинается во вторник и заканчивается в среду. Это для участия министров, если как бы уровень министра у вас тоже представлен. Я сейчас открою сегодня документ открылся. Вот такой. Значит, это обзор 2 недель переговорной части. Значит, как в этом разбираться? Значит, у нас есть 26-я сессия конференции сторон. У нас есть 16-я сессия стран, которые члены Киотского протокола. Это все, что касается вопросов Киотского протокола, который, в принципе, уже закончился, но какие-то вопросы тянутся, и отчетности, и какие-то еще. У нас 3-я сессия конференции сторон, которые члены Парижского соглашения. И тут идут как бы основные переговоры, которые касаются правил и развития и решений в рамках Парижского соглашения. И у нас 2 сессии. Одна называется Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice. Это вопросы, которые касаются научного и технического
как это сказать, не совета, но это технические научные вопросы, которые вспомогательные к конвенции, то есть методики, уточнение глобального потенциала, там какие-то вопросы передачи технологий, то есть все, что нужно дополнительно для решения сторон в этих вопросах, оно обсуждается в этом органе, и он встречается дважды в году обычно и готовит решения в этих вопросах. Последнее это 52-я, ну как бы так как несколько лет из-за ковида вообще не было сессий, то они их объединили в несколько. Вспомогательные органы по реализации, то есть тут обсуждаются отчеты, инвентаризации, какие-то вопросы внедрения Киотского протокола, Конвенции, Парижского соглашения. И, соответственно, по всем этим направлениям есть свои перечни вопросов, которые там обсуждаются, свои адженды, свои аспекты, все это как бы анализируя, все это нужно смотреть. Значит, на сайте есть, сейчас, где этот сайт, секундочку, вот тут вот, сейчас не могу стрелять. Значит, на сайте UNFCCC есть как бы адженда общая, это та, которая только что была на экране загруженная, если ее загрузить. Но также очень удобно, что кликая на каждый пункт, у вас открываются все предыдущие документы, ну и как бы можно по отдельности все загружать. И есть, ну, и история вопросов, и контактные лица, то есть как бы вы можете детально изучить и адженду, и те вопросы, которые планируется обсуждать, и на основе этого сформировать свои приоритеты и распределить между собой роли, потому что параллельно будут происходить по разным темам встречи, и чтобы не потеряться совсем, хотя бы по тем приоритетным, которые вы выбрали, люди должны от начала до конца отслеживать, то есть почитать все документы, которые по этой теме на данный момент, там, может, какие-то позиции стран, которые подавались, и отслеживать эту тему во время переговоров, и тогда понятно, о чем говорят другие страны, и может по каким-то важным вопросам заранее подготовить свои стейтменты, какие-то свои позиции. Так, теперь возвращаясь к общей программе на 2 недели. Значит, сейчас, секундочку. Значит, что я тут хотела рассказать? Кстати, если вы, насколько я понимаю, значит, все переговоры, каждая страна может выступать от своего имени, но в рамках UNFCCC страны также поделились на переговорные группы. Ну, и это исторически так сложилось. Если я правильно понимаю, вы находитесь в группе G77 и China, да? Да. И в пятницу и в субботу, я так понимаю, что будет 2 дня координационная встреча делегаций. Я извиняюсь, Дастан Абдулдаев, насколько я проверял, мы ни в одну группу не входим, ни List Develop, ни Small Island, ни G77. По крайней мере, когда я вот пару дней там назад проверял, нас не было ни в одной из этих групп. Можно будет еще раз в интернете посмотреть, но по моим данным, которые я вот несколько раз смотрел, особенно G77, там Кыргызстана нет. Из центральноазиатских стран никого не было, насколько я помню. Ну, в порядке информации. Так, ну тогда вам нужно с этим разобраться. Потому что
Ну, во-первых, это способ... Поэтому мы вот на этих предварительных встречах, как бы, я, по крайней мере, со своей части ориентир не делаешь, так как ни в одну из этих категорий стран, Кыргызстан и центральноазиатские страны, не попадали. Угу. Так, ну это интересный вопрос, конечно. Почему-то мне кажется, что ваши представители какое-то время назад ходили на встречи G77. Но, может, я что-то путаю. Ирина, можно уточнить формат этих переговорных групп и в целом какая обычно повестка бывает, то есть предмет обсуждения? Да, в любом случае. Они, значит, переговорных групп основных несколько. То есть переговорная группа Европейского Союза. То есть все страны Европейского Союза, они в ней. Есть вот переговорная группа малых островных государств. Они активно участвуют в переговорах, часто отстаивают очень такие амбициозные глобальные решения, строго по выводам научным, потому что, по сути, это страны, которые уйдут под воду, даже если температура поднимется на 1,5 градуса. Есть у нас вот группа Least Developed Countries. Это страны, которые наименее развитые, ну и как бы это больше такой вопрос политический и финансовый, потому что их основная цель отстаивать для себя такие решения, которые, ну, как бы будут им создавать максимальные условия для развития. То есть как бы часто в решениях они выделяются отдельно как Least Developed Countries, каким, ну, более мягкие какие-то критерии, там, я не знаю, по отчетности, еще чего-то, и там, где финансы, они часто присутствуют. Группа G77 и Китай, самая большая, очень влиятельная, она была организована еще там, я так понимаю, когда только конвенция создавалась, и на тот момент мир был поделен на две такие глобальные группы. Одна – это развитые страны, которые виноваты в проблеме изменения климата, у них большое технологическое развитие и выбросы, и вот Китай и все остальные развивающиеся страны. Со временем это все сгладилось, то есть уже нельзя сказать, что... То есть сейчас в группе развитых стран есть страны с ВВП, которые значительно ниже некоторых стран в G77 и Китай. И вот в самой G77 и Китай есть ряд стран, ну, которые финансово-технологически на самом деле уже не там. То есть Саудовская Аравия в этой группе, Южная Корея в этой группе, в то же время бедные страны в этой группе. И группа отстаивает определенные такие принципы, что, ну, то есть часто противостояние развитым странам, что развитые страны должны давать деньги, технологии, ну, как бы все должны давать, все должны делать, а мы в этом всем не виноваты, поэтому к нам должны быть особые подходы. Ну, и как бы в этом плане группа не очень... Ну, то есть как бы внутри группы все больше происходит дискуссий, потому что так как в этой группе спрятаны в том числе очень богатые страны, которые на самом деле должны были бы больше помогать, вот оно тоже... Но пока группа выступает монолитом, одним голосом, хотя внутри группы очень-очень разные страны. Есть umbrella групп, куда входят... США, Норвегия, Япония, Канада, Украина, Россия. Когда-то она создалась как страны, которые могли продавать квоты и хотели покупать квоты. Квот уже давно никто не продает, не покупает, но как бы вот такой интересный состав тоже есть. Значит, в чем суть этих групп? Страны объединяются по интересам для того, чтобы отстаивать определенные позиции.
И как бы, когда вы состоите в группе, то они, как правило, каждое утро у них координационная встреча, обсуждается повестка дня, обсуждаются позиции, которые согласовываются. То есть как бы через эти встречи тоже можно понимать какой-то обзор переговоров, что вообще происходит, у кого какие позиции и почему. То есть это помогает развить там свой потенциал, свои знания, понимать, что происходит, ну и как бы участвовать в согласовании повестки дня. Конечно, когда это такая большая переговорная группа, как G77 и Китай, ну, это, наверное, не так просто, потому что там есть лидеры, которые все ведут, тут больше скорее послушать и вообще понимать, что происходит. Поэтому, конечно, было бы хорошо разобраться и подумать, если вы никому не примкнули, то может просто на этих переговорах последить, посмотреть и для себя там увидеть какое-то направление, да, с кем было бы хорошо работать. Когда-то была восточноевропейская группа, она перестала работать, ну и по сути она не формирует позиции как таковые. Так, значит, ну и как видите, они встречаются до переговоров для того, чтобы вот 2 дня сесть и проговорить полностью свои переговорные позиции по разным темам. Ну, это полезно, чтобы приехать и вообще понять, что происходит, и немножко вникнуть в курс дел. Потому что история переговоров, она как бы от сессии до сессии, и если не знаешь контекста, который был до этого, иногда просто невозможно понять, что люди обсуждают, и в чем эти техническая разница, и в чем детали. Значит, дальше вот эти первые 2 дня, понедельник, вторник, это уровень глав государств. Конференция начинается уже сразу с воскресенья. Первый день и первые стейтменты. Тут указаны какие-то мероприятия, значит, во втором столбе указаны мероприятия общие, которые организованы секретариатом, в третьем столбике какие-то международные тоже мероприятия по разным темам, то есть, ну, мероприятий там будет миллион, и как бы каждый для себя решает, куда сходить, что послушать, в зависимости от приоритетов. Значит, переговорщики начинают в воскресенье общаются всю первую неделю. Под конец недели по каким-то решениям они достигают каких-то согласований, по каким-то нет. И под конец второй недели как бы приезжают министры для того, чтобы на более высоком политическом уровне уже вести переговоры, чтобы достичь каких-то компромиссов и показать какой-то результат в рамках переговорных приоритетов. Это общий график. Значит, также есть приложение на мобильном телефоне. Оно называется, по-моему, так и называется, UNFCCC. И там тоже все документы, новости, ежедневная повестка дня, то есть можно ориентироваться по нему, как бы и загружать документы сразу, находить и быть в курсе. Значит, что еще важно, когда откроется сессия, будут по разным темам переговорные группы. То есть что-то происходит в пленарных заседаниях, что-то в маленьких переговорных группах. И те темы, которые вам важны, за которыми следить, вы приходите на эти переговорные группы, и, как правило, есть возможность оставить свою электронную почту, и тогда вам скидывают неформальные документы межсессионные, потому что сели, проговорили какие-то правки, и у вас будет все время свежая информация, как меняются тексты. Так. Посмотрю сейчас еще, что у вас были за вопросы. Страновой павильон, экспозона, архитектура, инфратерритория, зоны на полях, доступы членов делегации, ограничения. Значит, у членов делегации, в принципе, все доступы. То есть вы можете ходить
на все встречи, у вас нет никаких ограничений, ну, кроме вот таких вот, которые касаются ковида. В целом открыт доступ ко всему. Коммуникация, взаимодействие с секретариатом. У вас должен быть focal point, правильно? Раз вы зарегистрированы, у вас есть focal point, но в основном вся коммуникация через focal point. Ну и на месте, там, если что-то нужно срочно, то, в принципе, секретариат прям там на месте, и можно прям туда приходить, и если какой-то срочный вопрос, как бы все это обсуждать. Аккредитация... Я извиняюсь, короткой информации. Я являюсь focal point от Кыргызской Республики, и в самой системе есть окошечко, через которого я держу контакт с секретариатом. Они, правда, чуть-чуть не оперативно, через день, через полторы, через 2 дня отвечают, но я соответствующие вопросы задаю и получаю соответствующие ответы через определенное время, через эту систему. И в данную систему имеет только доступ National Focal Point. Угу, так и есть. У нас так же самое. Значит, аккредитация СМИ, там какая-то отдельная система есть, то есть когда происходит аккредитация, СМИ могут аккредитироваться по своим квотам. Общественность аккредитируется через общественные организации, которые официально зарегистрированы в системе РКИК ООН, и также самый бизнес. Но при этом там тоже есть свои квоты. Но при этом все эти же люди могут быть аккредитированы и как члены государственной делегации. То есть тут уже это решение главы делегации, правительства, кого они готовы включить в свою делегацию. То есть ограничений, кого туда включать, особо нет. Ну и по количеству тоже нет. Wi-Fi там всегда есть и везде, и хороший, мобильная связь. Сложно сказать, я стараюсь, то есть сейчас, я не знаю, как у вас, у нас можно заранее купить мобильную связь в роуминге и просто пользоваться Wi-Fi, и звонить можно через Wi-Fi, то есть это такой удобный. Техническая зона поддержки. Там есть компьютерный, не павильон, но есть комната с компьютерами, которыми можно пользоваться, если они свободны. И там же есть возможность распечатывания документов, но может быть ограничение на количество. То есть если вам там нужно распечатать несколько документов небольших, то это можно делать. Если вам нужно распечатать прям какие-то информационные материалы, то это, конечно, сложнее. Поэтому если вы что-то большое хотите, то лучше привезти с собой. Ну или там уже на месте договариваться, не знаю, где-то отдельно. Так, какие еще вопросы у вас есть? У меня вопрос содержательного характера. Мы очень много слышим о том, что КОП-26 будет одним из таких основных после Парижского. На что ориентироваться в итоге и какое решение возможно будет, такого глобального характера и фундаментального характера? Что вы ожидаете, что вам подсказывает? Можно будет, поделиться, если у вас есть? Да, значит, вокруг этого КОПа очень много ажиотажа. Я не знаю, как у вас, у нас просто все хотят туда ехать, и что-то там такое прям этакое должно произойти. Значит, что поменялось после последних переговоров в Мадриде? Во-первых, 2 года не было встреч. И политически произошли большие изменения в мире. То есть произошли выборы в США. У Байдена совсем другая повестка дня, намного более активная позиция, и они взяли на себя намного больше обязательства, то есть они уже не выходят из Парижского соглашения и так далее. Канада увеличила амбиции, Япония и так далее. Второе – это то, что Китай сделал заявление о том, что они отказываются от финансирования угля в странах по шелковому пути. То есть угольные электростанции, по сути, Китай единственный, который предоставлял
эти инвестиции, никто особо больше этого не делал. В финансовых системах климат тоже становится там чуть ли не одной из таких же уровней принятия решения по инвестированию, как и финансовая выгодность каких-то проектов. Международные банки развития принимают таксономию и правила, в рамках которой они будут проверять, насколько проект, который подается на финансирование, лежит в контексте достижения углеродной нейтральности в конкретной стране. То есть как бы произошло много политических решений. И Европейский Союз тоже принял свои как бы более амбициозные цели. И все это происходило с призывом к странам другим мира тоже быть более амбициозными, потому что, ну, по большому счету, те цели, которые сейчас странами объявлены в рамках Парижского соглашения, ведут нас на 3 градуса потепления и выше. Соответственно, нужно что-то делать, чтобы хотя бы выйти на уровень 2 градуса, и это призыв ко всем странам как бы более активно работать в сфере сокращения выбросов, брать обязательства и договариваться про то, как это делать на международном уровне. Из решений, которые, мы надеемся, будут приняты, значит, одно — это то, что много лет не могли ничего решить в контексте, эта тема называется transparency, это, по сути, метрика и подходы к отчетности. Потому что если мы говорим про то, что должны быть какие-то международные механизмы, где предоставляются финансы, реализовываются какие-то мероприятия, там как-то сокращаются выбросы, это все важно как-то в том числе отслеживать, документировать и подавать в виде какой-то отчетности, которая была бы более-менее сопоставима на международном уровне. И до этого развивающиеся страны, очень такая жесткая позиция, что мы не можем детально это все считать, потому что мы развивающиеся страны, нам это тяжело и дорого, но в то же время как гарантировать то, что все это сделано эффективно и действительно достигнет результат, если как бы таких систем нет. И единого подхода к тому, как это все считается, тоже нет. Поэтому, возможно, тут все-таки получится договориться. Сейчас, секундочку, я отвечу на телефон и вернусь. Прозрачности. То, что нам интересно, это рыночный и нерыночный механизм, это статья 6. Пока там все было очень заблокировано, потому что ряд стран, такие как Бразилия в основном, настаивали на том, чтобы новые механизмы были практически там на основе или копия механизма чистого развития, и чтобы те единицы, которые были сгенерированы в Кёотском протоколе, можно было переносить в Парижское соглашение. Это означает, что, во-первых, у самих механизмов была критика и как бы такой конструктивный подход все-таки попытаться сделать их более эффективными, хотя тоже очень сложно придумать еще более дополнительные какие-то элементы. Плюс нет желания переносить те единицы, потому что, Кёотский протокол закончился, и чтобы не получилось, что мы таким образом фиктивно договора какие-то есть про передачу каких-то единиц, а по факту выбросы сокращаются меньше. То есть это возможность дешевле кому-то выполнить свои обязательства без реального сокращения выбросов. Поэтому на вот этих вот элементах долго не могли согласоваться. Плюс одним из таких сложных вопросов есть то, что в Парижском соглашении нет квот на выбросы. И для того, чтобы как-то передавать единицы туда-сюда, должна быть какая-то очень серьезная система регистрирования выбросов, их учета. И тут мы опять упираемся в то, что это дорого, сложно и так далее. И double counting, да, еще? Double counting, конечно, да. Поэтому, если страны могут подавать свои НВВ в Парижское соглашение от разных базовых лет, по разным секторам, в целом по экономике, кто-то сценарий business as usual, то есть все поддают свои цели кто как хочет, а потом это все нужно свести в какую-то единую систему и передавать эти единицы туда-сюда. Вот тут, конечно, это все очень сложно. Поэтому я
Хочется верить, что мы на этой сессии добьемся какого-то результата по статье 6. Но, честно говоря, прогресса в этих переговорах не так много. Вам, наверное, нужно следить активно за теми вопросами, которые касаются развития потенциала, и убедиться, что вы там везде есть, вопросы, какие отчетности нужно подавать, по каким системам, насколько вы можете это делать, и как вам нужно трансформировать какие-то свои системы под это. Возможности, которые есть по адаптации, то есть это самая главная проблема вашей страны. Ну и в том числе четко понимать, где элементы сокращения выбросов и мероприятия совпадают с вашими приоритетами развития, и пытаться максимально искать возможности для того, чтобы это реализовывать. То есть тут вы для страны делаете, и подавая это через тему климата, можете искать партнеров, пытаться встречаться с делегациями других стран, то есть как-то проактивно подумать, как вы можете себя представить. Когда-то, то есть просто, наблюдайте, потому что сложно сказать, что сейчас, оно все очень сильно меняется, но отслеживать то, что может быть вам интересно. Там есть много организаций международных присутствует, то есть и Всемирная метеорологическая, и другие. То есть если у вас есть какие-то интерес в этих сферах, то вы можете тоже с ними встречаться и спрашивать, а какие у вас есть программы поддержки таких стран, как мы? Что бы мы могли сделать? А что для этого надо сделать? Куда там написать, позвонить? Они, в принципе, открыты хотя бы рассказать, какие есть возможности. И ваша организация, региональный экологический центр, который вам помогает все это организовать, попросите их по контенту вам семинар. Пускай они организуют, есть ВВФ России Алексей Кокорин, который в прошлом делал, он каждый год на переговорах уже больше 20 лет, и он делал прям для делегаций такие брифинги на русском языке, и на несколько часов он прям рассказывал, какие позиции разных стран по этому вопросу, в чем суть вопроса, и таким образом перед переговорами, чтобы все вошли чуть глубже в курс вопросов. То есть если они такого не запланировали, то попросите. Это будет всем очень полезно. Плюс я бы вам советовала заранее написать стейтменты от своих стран на пленарное заседание, на открытие, на закрытие, в вопросах. Тут уже нужно советоваться с экспертами, смотреть в порядок, хотя бы 2 их напишите, 3, ключевые для вас, что вы делаете, где у вас проблемы, чтобы про вашу страну было слышно, что вы уже делаете это и это, а тут вам сложно, что у вас, я не знаю, какие-то научные выводы, исследования по уязвимости, что вы предлагаете, чтобы такие вопросы были обсуждены более детально, что, то есть тут нужно поработать с повесткой и с деталями про вашу страну и написать стейтменты, чтобы просто про вас слышали, потому что мало стейтментов от региона. Раньше, когда, это было несколько лет назад, был какой-то проект PPCR у Таджикистана, эксперты PPCR готовили им стейтменты, и хотя бы от Таджикистана звучало как из региона, что такие у нас проблемы. Уже часто никто даже не видит этого региона. И чтобы быть частью каких-то процессов, нужно про себя заявлять. PPCR в Киргизии в результате начался или нет? Не знаете? Наш центр, я являюсь директором Центра по климатическому финансированию. На центр с 2018 года работает совместно с PPCR. Так, а страна получила, то есть вы то есть вы теперь одна из стран, которая отобрана для реализации PPCR, да? Да, пилотных программ PPCR, да. Это хорошо. Да.
меня, в принципе, все. Ирина, спасибо огромное. А скажите, пожалуйста, вот несколько слов по поводу стейтментов. Вот вы программу показывали. Верно ли я поняла, что в рамках обсуждения тех или иных тематических сессий Кыргызстан может заявляться с определенными стейтментами? Или там как-то это будет урегулировано по-другому? Обязательно. И эти стейтменты, то есть как бы всегда... То есть нужно стараться объединять элементы переговоров, то есть, да, понять, ну, для того, чтобы, значит, чтобы этот стейтмент был эффективный, да, он должен, с одной стороны, заявлять про страну потребности, возможности и необходимости, с другой стороны, быть привязан именно к повестке дня переговоров. То есть обсуждаются переговоры там по финансам, по адаптации, вот как-то вокруг этого закрутить. Обсуждает, то есть страны в начале переговоров, когда делают стейтменты, говорят про свои ожидания и, соответственно, изучая повестку дня, готовля позиции по разным вопросам, они потом из этого нанизывают стейтмент. Точно так же в конце, когда закрывается сессия, страны могут, в зависимости от своих позиций, от того, что было достигнуто, что нет, нанизать стейтмент. Плюс по каким-то темам можно тоже, но это должно быть про переговоры. То есть это не должен быть просто стейтмент про страну, про ее ситуацию. Это должно касаться быть в привязке к переговорам. Но готовя эти позиции и, в принципе, ну, то есть либо вам должны помочь эксперты центра хотя бы определить вот эти темы и дать более детальный анализ бэкграунда, чтобы вы могли вместе с ними наработать вот эти позиции и стейтменты. Я полагаю, что базовый стейтмент будет во время high level, да? От имени государства, как бы глава делегации озвучит основные стейтменты по всем направлениям, и последующим на секционных мероприятиях в рамках этого стейтмента можно будет наращивать дальше. Нет, они разные. Смотрите, то, что говорит глава государства, это больше для аудитории внутри страны и навне. Да, то есть это стейтмент, который там опубликуется на сайте, будет в пресс-релизе. То есть как бы тут можно говорить про разные национальные аспекты. Да, вот мы в этих стейтментах в том числе говорим про войну с Россией, например, да, потому что это один из факторов, который забирает ресурсы и силы и так далее. То есть оно, конечно, про климат, но тут у вас больше свободы, что вы хотите рассказать. Вы можете говорить про энергетическую бедность, вы можете говорить про то, что у вас там, я не знаю, вода, еще что-то. То есть как бы в стейтменте президента он такой, может быть, включать больше национальных каких-то аспектов, потому что это комбинация темы глобальной с вашими национальными условиями и видениями. Стейтменты, которые готовятся в пленарном заседании, это больше для переговорщиков, и там основной фокус — это переговорные позиции, но чтобы их объяснить, можно объяснять это ситуацией Киргизстана. Ирина, вот где можно узнать про вот эти аспекты, связанные с переговорными процессами, ну вот позициями, вернее, вокруг чего будут строиться, ну вот переговоры в рамках тех или иных содержательных сессий? Значит, вам нужно изучить адженду. Изучайте адженду, выбирайте для себя те темы, которые вам кажутся интересными. Параллельно с этим обращайтесь в РЭЦ и просите организовать для вас содержательную встречу с экспертами по тем вопросам, которые актуальны для вашей группы стран. Эксперты РЭЦ должны подготовить брифинги. Значит, на сайте UNFCCC, если там начать гуглить по разным темам, можно нагуглить разные документы, информацию. Но если это пытаться самому просто все читать без конца, очень технически сложный текст. То есть кто-то должен ввести в курс дел, сказать, куда смотреть, тыкнуть пальцем, и тогда становится хотя бы понятен контекст.
Для этого РЭЦ должен кого-то нанять, и кто-то должен для вас это подготовить. Без этого вам будет очень сложно, но это будет очень полезно. И дальше уже либо с этими экспертами, либо там самостоятельно вы сможете хоть что-то сформулировать. Ну, я просто про этих экспертов спрашиваю, потому что у нас есть вот тут замечательный ПРООН и Евросоюз и так далее, что, может быть, вы знаете таких экспертов, кто это может вообще готовить и делать в этом контексте. Это может делать Алексей Кокорин, это Фонд дикой природы, он у вас, кстати, часть, Фонд дикой природы России. Кто там еще был? Если 2 года не было переговоров, я уже никого не помню. Просто если вспомните, дайте нам тоже вот... Я думаю, что можно запросить кусочек, ну тогда это, наверное, кто-то будет тогда с переводчиком. В принципе, можно запросить экспертов по адаптации Мирбанка, которые сидят в Вашингтоне. Они, наверное, тоже отслеживают эти процессы, финансы, адаптация. Может быть, оттуда кто-то может. То есть тут нужно... люди, которые регулярно берут участие в этих переговорах и, в принципе, смогут простым языком рассказать. Ну вот Алексей Кокорин номер 1. Он делал такие мероприятия не раз и очень профессионально и простым языком объясняет. То есть все понятно и... Да, спасибо большое, отлично. Коллеги, да, может я, быть, честно говоря, даже не подскажу, кто еще. Ирина, у нас технического вопроса характер. В чем разница между секретариатом и бюро? Потому что упоминание о секретариате, о его функционале, оно четко прописано в рамочной конвенции, в то время как о бюро нет упоминания. Но 2 органа есть. Да. Секретариат – это те, кто работают ручками, готовят документы, организовывают все технические организационные вопросы на секретариате. Бюро – это своего рода правление, если так это перевести, которое принимает какие-то решения, обсуждает вопросы между конференциями сторон. Например, повестку дня принимает бюро. То есть бюро – это представители от групп стран, которые делегируются на несколько лет и которые в промежутках между встречами принимают какие-то такие решения. Вот это бюро. Спасибо. Ирина, комитет по соблюдению, его функции и что как можно использовать? По соблюдению. Значит, комитеты создаются там либо решением конференции сторон, либо это, по-моему, даже прописано частично в Парижском соглашении. И они как вспомогательные органы работают. Комитет по имплементации, значит, в Парижском соглашении есть четко выписано, и там нет санкций за невыполнение своих NDC, но указано, что создается комитет по имплементации, который содействует странам в внедрении своих национально определенных вкладов. Сейчас комитет по имплементации занят тем, что они нарабатывают правила и процедуры своей работы. То есть взята за основу статья Парижского соглашения, потом решение, которое касается имплементационного комитета, и на основании этого нарабатываются правила. То есть как принимаются решения, когда страна обращается, куда она обращается, в каких случаях они берут на рассмотрение дела, в каких случаях не берут. То есть идет наработка процедур. Можно еще один вопрос, пользуясь случаем?
Не подскажете, Ирина, вот программы есть в рамках конвенции различные, там и коронвийская программа, программа по повышению потенциала и так далее. Вот насколько ресурсные эти программы могут быть для стран, и если да, то как мы можем включаться в эти программы для того, чтобы получить что-то, какие-то бенефиты для Кыргызстана? Значит, если я правильно понимаю, то эти программы, их контент обсуждается на переговорах, но финансовым инструментом потом имплементации этих программ есть ООНовские организации через Глобальный экологический фонд. То есть, когда вы получаете поддержку в подготовке каких-то отчетов, либо там плана по адаптации, либо еще что-то, это как бы последствия тех решений, которые принимаются, что таким-то странам такая-то поддержка, выделяются деньги в ГЭФ, и потом через ГЭФ это идет распределение по странам. То есть, как бы те программы, которые приняты, у вас есть к ним доступ, если вы являетесь, как по-русски сказать, eligible, если для вас это как бы, вы входите в группу стран, для которых эта поддержка предполагается, то да, к вам обратятся и скажут, вот есть такая возможность. Если вы хотите, чтобы что-то было включено в эти программы дополнительно, то тут нужно следить, да, то есть как бы что там обсуждается, чего там не хватает, и обосновывать, предлагать, как оно должно быть расширено. Как войти в группу стран, которые будут как раз работать по реализации? Киргизия, как бы вы так или иначе в этой группе будете. То есть вы же в Non-Annex 1, поэтому и по финансовому уровню вы будете в любом случае подходящей страной под это. Но только если это не касается каких-то тропических лесов или там других аспектов. Яна. Да. Хорошо, спасибо огромное. Коллеги, есть еще вопросы, может быть, комментарии к Ирине? Извиняюсь, Анна. Комментарии, предложения. Значит, у меня есть вопросы, если их можно отнести к комментариям, по поводу Катовицкого соглашения или Катовицкого протокола, о котором в предыдущей сессии говорила Катя. Вот, немного непонятно, что это такое и как с этим работать. А в каком контексте он вас интересует? Извиняюсь, как раз по вашей рекомендации мы изучаем программу детально, различные региональные платформы или инициативы, к которым можно подключиться, а также дополнительные соглашения. То есть мы хотим понять, что для нас приоритет, на что сфокусироваться для того, чтобы не разбрасываться, быть максимально эффективным. И в этом смысле просто мы по программе идем, изучаем, и как раз вот, если посмотреть предсессионный период подготовительной встречи переговорных групп, запланировано 5-е совещание Катовицкого комитета экспертов по воздействию и внедрению мер реагирования. Вот об этом немножко бы, если бы вы нам хотя бы вкратце рассказали бы или ввели бы в курс, было бы здорово, чтобы у нас было понимание, и для того, чтобы для себя могли определить, работаем мы с этим, включаемся или нет. Не готова детально рассказывать. Значит, был такой, когда были переговоры в Катовице, был принят в Катовице пакет действий для внедрения Киотского протокола. И тут на сайте выписаны ряд статей Парижского соглашения, по которым нужно наработать более детальные правила. Если вы говорите про... Я просто не знаю... Я советую так. Запросите контентный воркшоп, потому что мы все равно не сможем вот так вот в деталях. И, честно говоря, мы сами тоже... У меня на пятницу наше внутреннее совещание, где люди, которые отвечают за разные темы, будут рассказывать, делиться тем, что они подготовили по контентной части, на каком этапе переговоры, что актуально. То есть это такой рабочий процесс. Запросите такое совещание как можно быстрее. И на основании этого сможете и вопросы задать, и подготовиться к встрече.
То, что вот я посоветовала стейтменты, начните готовить стейтменты, да, на основе как бы порядка адженды, и вот вы в рамках этой работы тоже что-то и узнаете, возникнут какие-то вопросы, и вы сможете на этом семинаре их максимально задать. Ну а дальше уже можем встретиться в Катовице и обсудить. Я вижу, подключились к нам коллеги с МИДа. Может быть, у Нурсултана есть вопрос организационно-логистического характера, возможно, так как вы чуть попозже подключились, но в самом начале сессии была вводная часть как раз по этому аспекту. Так, Алиев Нурсултан. Вот видим, да, он есть здесь. Пока реакции я не вижу. Ну, конечно, мы в любом случае передадим, донесем информацию. Может быть, у них другое видение на всю картину, на систему, на подготовку, так скажем, процесса, да, странового. Угу. Так, может быть, у Дастана Болотовича вопрос по финансовым механизмам, возможно. Вот после того вопроса относительно как бы важности КОП-26, пока по тем данным, которые у меня есть, какие-то итоговые документы есть с тем, чтобы можно поработать, ориентироваться. Я вот так и пока не нашел. Или есть все-таки? Какой документ в конце предполагается принять? Резолюция, текст документа, проект? Значит, по каждому пункту адженды, по идее, будет в конце какое-то решение, либо какой-то текст. То есть там, где договорятся, будет текст. Да, если это какие-то процессуальные вопросы, рассмотрели отчеты, там вот такие решения, все равно это все проходит как бы обсуждение, и в конце принимаются по каждому пункту, в принципе, принимается текст. Либо мы вот такое решили, либо мы переносим на следующую сессию, либо вот такой прогресс, а это все переносится на следующую сессию и так далее. Из-за того, что предыдущие 1,5 года не было переговоров, никакие решения, прям тексты, то есть обычно тексты начинают готовиться на вспомогательных органах весной и летом, и потом они переносятся на зиму, где они уже либо предподготовленные дальше обсуждаются, либо они уже предподготовленные к принятию. То тут у нас есть как бы обзорные тексты проведенных диалогов, то есть можно почитать, то есть в рамках, то есть вместо переговоров были такие диалоги по разным темам. То есть можно почитать выводы этих диалогов, там были сделаны политические стейтменты, и на основе этого понять, куда все движется. Но сами тексты будут, скорее всего, появляться в ходе, но не скажу, что я права, потому что мы только сами все это изучаем, может, какие-то тексты где-то есть. Поэтому не воспринимайте это как догму, но из-за того, что 1,5 года не было встреч, немножко все сбилось. Я полагаю, что судя по тому, как мы общую адженду получили буквально недавно, да, и вот эти все вопросы прорабатываются, и уже ближе, последнюю декаду мы можем получить больше информации содержательного характера, с тем уже оперативно готовиться, ориентироваться. Все, будем внимательно смотреть на сайт, ту почту, которую мы им давали, и будем как National Focal Point получать и изучать все материалы, которые они будут направлять в последующие дни. Да. Спасибо большое, коллеги. Ирина, благодарим вас. Заканчивать, да. Желаю вам успешной подготовки. То, что вы так серьезно к этому подходите, означает, что у вас все получится. Поэтому до встречи в Глазго. И если какие-то будут еще вопросы, то, в принципе, можете обращаться, но обязательно попросите контентный семинар, чтобы вам помогли разобраться. Хорошо, спасибо. Вам тоже удачи, энергии побольше в подготовке. Спасибо. Все, счастливо. До свидания. Всего доброго. До свидания.